Приветствую вас, мои дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 19 июня. Смотрим мы с вами, это будет среда, смотрим мы все знаки зодиака от Овнов до Рыбок в одном видео. Смотрю я на колоде пасьянс. 19 июня, среда, события дня. Покажите мне 19 июня. Так, Овны, смотрим. Корона. Первое событие. Ага, забыла камешки. Сейчас, секунду. Так, значит, корона. Первое событие. Сердце второе. Дерево третье. Цыпленка нельзя. Метла. Так, метла. Ну, здесь вроде бы не вижу. Смотрим горизонталь, вертикаль. Нет, нет. Лебедя нельзя, нет, нет. Деньги, мешок есть. Деньги, пятое событие. Дальше здесь нет, и здесь тоже я не вижу. Получается, у вас 5 событий. Первое событие показывало общение с каким-то очень важным, влиятельным человеком. В этот день может быть представитель власти, закона, госструктур. А дальше приглашение. Могут куда-то пригласить. Общение с друзьями. Может быть переписка, может быть встреча, то есть какой-то контакт. Небольшая ссора, может быть метла с кем-то в этот день. И вопросы, связанные с финансами. Мешок может показывать как получение, так и расходы, покупки. Поэтому тут не могу сказать точнее, как финансы проиграются. Ну, какое-то будет тоже взаимодействие. В принципе, из минуса у вас только ссора выпала. Благодарю за внимание, Овны. Перехожу к тельцам. Тельцы, 19 июня, среда, события дня. Покажите мне, какие события будут у тельцов. Ножницы, первое событие. В этой колоде это решение вопросов. Угу. Месяц также еще есть. Угу. Нерешенный вопрос. Нерешенный вопрос, который точно решится по ножницам у вас в среду. Возможно, вы уже не один раз пробовали. Цепь часто показывает цепочку событий, или когда мы по кругу ходим и не получается что-то сделать. И вот в среду может получиться. Ну, здесь вроде бы нет. Смотрим, значит, теперь периметр. Сразу же вижу солнце. Это очень хорошо, это радость. Да? Радость от решения какого-то вопроса, проблемы. Здесь нет карты, не можем проверить. Так, ну здесь тоже не вижу. Получается, я нашла 4 события для вас на среду. Первое событие
решится вопрос какой-то, который долгое время не мог решиться. Да, вот Сейд показывает. Хорошее настроение, радость и событие, которое повторяется каждый месяц. Опять же, Луна показывает цикличность, когда мы что-то делаем из раза в раз, из месяца в месяц. Поэтому здесь вот какой-то такой вопрос, возможно, у вас в среду вы в нем поставите точку и будете радоваться, что наконец-то с ним разобрались. Так что видите, какие хорошие события для вас, Тельцы, на среду. Благодарю за внимание. Перехожу к Близнецам. Смотрим Близнецы. Близнецы. 19 июня. События дня для Близнецов. Покажите мне. Сейчас, секунду. Простите, отвлеклась. Смотрим Близнецы. 19 июня. Среда. События дня. Угу. Значит, смотрите, первая книга выпадает вам на среду. Смотрим дальше. Шарики. Прекрасно. Корона. Третье событие. Весы. Четвертое. Месяц. Пятое. Смотрите, месяц и человек в короне вместе могут проиграться. Угу. Также есть слезы. Ну, опять же, знаете, как слезы. Слезы могут быть и печали, и радости. Тут как бы очень сложно всегда угадать, как проиграется. Дерево есть. Опять же, возможно, дерево будет связано с шариками. Так, есть еще свиток. Тоже очень может быть, свиток будет привязан к вот этим событиям. Ну, здесь нет, значит, смотрите, событий много, что получается? Посещение госучреждения, казенный дом выпадает в этот день, у вас может быть в среду. Либо какое-то взаимодействие с госучреждением, допустим, там вы будете звонить, или к вам кто-то придет на какую-то проверку и так далее. Причем, видите, выпадает представитель закона власти, то есть какой-то чиновник, влиятельный человек, и месяц показывает, что вы с ним встречаетесь периодически, то есть есть какой-то цикл, через который вы с этим человеком встречаетесь, и выпадает деловая встреча. Свиток – это работа с документами, это все вот какие-то там бумажная волокита. Дальше сложный выбор. Весы показывают два варианта, вам придется из двух вариантов выбирать. Слезы, опять же, не знаю, может быть, тут все пройдет хорошо, слезы радости, да, то есть или от хорошей новости слезы радости, а может быть, пройдет не очень, и карты показывают ваше разочарование. Тут я вам уже точнее не скажу, как будет. Ну и два еще хороших события, это приглашение куда-то вы можете получить, и хорошие новости тоже придут, прям такие очень радостные. Шарики всегда показывают новости, которые вызывают у нас улыбку на лице. Поэтому будем надеяться, что это будут у вас все-таки слезы радости. Вот такой день. Смотрите, в принципе, в целом все события хорошие, за исключением этого яблока. Благодарю за внимание, Близнецы. Переходим дальше к ракам. Раки. «19 июня». События дня для раков.
Угу. Сразу же цыпленок. Ну, не сразу же. Первое событие, я имею в виду. Цыпленок. В шарике. Лебедь. Семья. Отношения, семья, дети. Не вижу совпадений. И корабль. Если вдруг вы что-то увидели еще, то у вас может проигрываться это событие. Ну, я могла пропустить, не заметить. Угу. Есть еще тайная встреча по вертикали. 2 кольца. И здесь нет. Получается, значит, что у вас тут повыпадало? Первое, цыпленок всегда показывает контакт с детками. Это могут быть дети, внуки, племянники, крестники, ученики. Иногда может показывать семью. Да, допустим, там встретились с мамой, с папой. Ну, чаще всего, конечно, это дети. Там младший тогда уже будет брат, сестра. И рядом выпадает лебедь. Это пара. Личная жизнь. То есть какое-то событие может быть в личной жизни. Может быть встреча. Если вы, допустим, один или одна, то это может быть знакомство в этот день. Но я думаю, что вы будете просто где-то вместе проводить время. С любимым человеком и с ребенком. Вот так может проиграться. Дальше, возможно, будет какая-то тайная встреча у вас в этот день. Точно будут хорошие новости, шарики. И будет, возможно, уже во второй половине дня будет какое-то долгое ожидание. Корабль всегда показывает долгое, нудное ожидание. Так что вот так. Такие события. В принципе, у вас как-то все, вот вообще ничего про дела не сказано. Как будто это выходной, а не будний день. Семья, отношения, ожидания. Благодарю за внимание, раки. Перехожу к львам. Львы. «19 июня». «19 июня», львы, события дня. Угу. Тайную встречу пропустила сразу. Нерешенный вопрос. Цепь. Корона. Ножницы. Бабочка. Так, здесь вроде бы не вижу совпадений. Смотрим теперь горизонтали, вертикали. Есть еще, смотрите, весы. По вертикали есть совпадение. Здесь нет, здесь нет, здесь нет. И здесь, ну, тоже нет. Значит, смотрим. У вас в этот день может быть тайная встреча с кем-то. Ну, что значит тайная? Вы, допустим, никому не сказали, куда-то пошли. Или бывает еще тайная встреча от нас. То есть, допустим, от вас в тайне кто-то куда-то сходит.
Дальше нерешенный вопрос, который решится точно. Возможно, вы уже много раз подходили к этому вопросу. Или этот вопрос имеет, ну, знаете, как цепь событий. То есть, когда одно идет за другим, одно за другим. И вот карты показывают, что в среду может решиться такой вопрос. И тут же выпадает корона. Представитель закона, власти, то есть какой-то влиятельный человек, возможно, поможет вам решить этот вопрос, или вы как-то будете связаны. Деловой разговор, бабочка, опять же, да, то есть деловой разговор с этим человеком, и он помогает вам решить какой-то тяжелый вопрос. И весы, выбор. Возможно, вы еще будете стоять перед выбором в этот день. Может быть, вам даже предложат несколько вариантов решений, вы будете выбирать. Так что вот такой, в принципе, хороший день, ничего плохого не выпало. Благодарю за внимание и перехожу дальше к девам. Смотрим дальше. Девы. «19 июня. События дня, девы. Флаг. Первое событие у вас будет в среду. О, машина. Второе событие. Дорога. Куда-то поедете. Может быть, поездка. Или разговоры о дороге. Тут два варианта. Венок и мечи. Победа в конфликте. В спорах, в судах, может быть. Успех. Видите, победа, успех. И два меча, это значит два разных мнения, две разных позиции. То есть, когда был враг, да, то есть был кто-то против меня, и я этого человека победил. Может быть, это не человек, а какое-то действие или событие, или ситуация. Может быть, даже так. Лебедь. Угу. Череп. Первое, ну не первое, второе негативное событие. Тут же сразу еще одно негативное. Маска. К сожалению, у вас, вот видите, 3 предупреждения на среду. И тайная встреча. Есть еще дорога на свидание. Или, может быть, дорога и какая-то приятная встреча. Так, теперь проверяем. Значит, здесь нет, здесь колодец нельзя соединить. Ага, вот корабль, ожидание. Ожидание. Здесь нет, новость тоже нельзя было соединить. Уже, видите, эта карта была зафиксирована. Может быть, плохо видно, прозрачные, конечно, камешки. Сейчас я поменяю. Дальше здесь нет и здесь нет. Событий, ну просто как из рога изобилия, где вы вам насыпались. Значит, смотрите, называю просто отдельно каждое событие. Победа вас ждет в среду, успех вас ждет. Это в работе, в делах, в социальной жизни. Возможно, с кем-то острый конфликт, скандал. Поездка, приятная встреча, свидание, гармоничные отношения в паре, тайная встреча какая-то, обман. Кстати, вот обман может проиграться вместе с этим событием. Ну, что это значит? Маска, тайная встреча. Либо я одеваю на себя маску, да, обманывая другого человека, говорю, там, я иду туда, иду в другое место, обманываю. Либо обратная сторона, может быть, обманывают вас, когда кто-то одевает маску и говорит, там, я буду делать то, делает другое. Поэтому тут смотрите, ну, если вы никого не планируете обманывать в этот день, то тогда, скорее всего, понятно, что обманут вас. Тут только вы поймете, как проиграется, с какой стороны до этой маски вы окажетесь. Также проблема может быть со здоровьем, ухудшение может быть самочувствия. Или если вы записаны уже в этот день к врачу, там, на массаж, на какие-то процедуры, к стоматологу, то череп может просто показывать, что вы столкнетесь с темой здоровья в этот день. И ожидание. Видите, еще выпадает ожидание. Долго жду,
возможно, там, не знаю, визита к врачу или там где-то в поликлинике сижу, сдаю анализы, да, то есть большая очередь. Поэтому вот карта показывает, что может быть какое-то ожидание, связанное со здоровьем. Ну, вот такой день. То есть, как бы и много хороших событий, но и предупреждения тоже есть для вас. Поэтому не могу сказать, что это прям классный день. Вот у вас такой 50 на 50. До этого я еще так удивилась, прям 5 знаков, все так шло на лайте, легко, без каких-то проблем. Думаю, какой хороший день. Ну, вот у вас немножко, видите, тут картина подпорчена. Ну, опять же, это не самые такие страшные карты. Благодарю за внимание, девы. Перехожу к весам. Смотрим. 19 июня. События дня. Весы. Весы. Поехали, смотрим, что вам среда принесет. Обман, маска, предупреждение. Приглашение, дерева. Весы нельзя соединить. Рыба, скользкое дело. Это как продолжение обмана. Эти, ну, события между собой очень похожи. Разлука, чемодан. Весы, господи, подсвечник нельзя. Лебедь. Угу. Еще есть колодец. Так, ну и, конечно, сейчас мы еще проверим с вами горизонталь, вертикаль, сердце. Конфликт нельзя соединить. Видите, обе карты уже зафиксированы, поэтому я не могу перекладывать ни одну, ни другую. Казенный дом. Выпадает еще. Дальше смотрим. Здесь нет карты, здесь нет совпадений. Нет. Солнышко есть. Ну и здесь опять же нет совпадений, мы не можем проверить. Ой, нет карточки. Значит, получается, что у вас, смотрите, сразу же, да, о предупреждениях начинаем. Маска, обман. Другие люди одевают на себя маски и вас обманывают. Говорят то, что вы хотите слышать. Ну, в общем, вы понимаете, что такое обман. Еще выпадает скользкое дело. То есть ведут себя очень хитро, очень скользко, понимаете. Втягивают вас в какие-то махинации. Это очень могут быть мошенники, которые прикидываются хорошими людьми, или нечестные какие-то продавцы, например, или если вдруг вы подписываете какие-то документы, берете справки, казенный дом, видите, выпал, тоже карта говорит, ну какие-то вот, ну что-то делается нечестно, где-то вот что-то написано мелким шрифтом и нужно проверять, поэтому будьте осторожны, потому что у вас, видите, выпадает разочарование, колодец, вечером, то есть вечером уже в этот день придет понимание, да, что вот меня, ну, как говорится, облапошили, да, то есть оставили в дураках. Поэтому, чтобы этого не было, обязательно все перепроверяйте, никому не доверяйте в этот день. И, возможно, вам удастся избежать попадания, да, вот в эти сети, хитро расставленные другими людьми. И не будет тогда разочарования. Дальше, значит, посещение госучреждения, казенный дом, приглашение, гармоничные отношения в паре, общение с друзьями, хорошее настроение. У вас тут, видите, показывает, что будет и хорошее настроение, и очень грустное. То есть, как бы у вас с одной стороны какие-то хорошие события, с другой стороны негатив. Поэтому будет и хорошее, и плохое. И временная разлука, расставание, чемодан. Ну, тут, я думаю, как вариант, возможно, вы, если есть отношения, да, вот лебедь показывает, встречаетесь с друзьями, хорошо проводите время, солнце где-то, ну и потом разлука показывает, расстаетесь, да, то есть опять на какое-то время. Поэтому тут вот одно событие в личной жизни хорошее, а
В целом с делами не очень. Еще, может быть, если вы, допустим, один или одна, то лебедь может показывать знакомство в этот день. Пошли куда-то с друзьями и с кем-то познакомились, да, то есть поднялось настроение. Поэтому вот так. То есть тут, видите, в одной сфере хорошо, в другой, к сожалению, не очень. Такой вот баланс сохраняется, так сказать. Вселенная сохраняет баланс. Смотрим дальше. Скорпионы. Скорпионы, 19 июня, среда, события дня. Пока не вижу у вас совпадений. Ну, первое, что увидела, это весы. Корона. Конвертик. Змея. Замок. Мечи. У вас как-то больше вторая половина дня показывает. Может быть более активной. Бабочку нельзя соединить. Ножницы, смотрите, еще есть по горизонтали. Возможно, придет какое-то сообщение о решении вопроса. Могут так вместе проиграться. Либо решится вопрос каким-то документом, с получением чего-то. Успех нельзя соединить. Колокольчик еще есть. Колокольчик — это болтовня. Ну, здесь нет. Получается, смотрите, ну, в принципе, событий очень много выпало. Вы будете стоять перед выбором. Весы показывают, будут два варианта, вам придется принимать решение в этот день. Что-то выбирать. Дальше. Общение с очень важным, влиятельным человеком. Корона. Представитель закона, власти. Получение. Вот опять же, да, то есть, может быть, этот человек должен будет что-то вам вручать или сделать для вас, что-то подписать. Решение вопроса. Ножницы показывают. Вот все. Наконец-то все разрешится. Может быть конфликт. Мечи показывают два разных мнения. Да, у вас свое, у другой стороны свое, и никто никому не уступает. Конфликт. Змея. Да, вот кто-то ведет себя очень агрессивно, нападает, жалит, да, то есть пытается что-то сказать. Ну, у вас же тоже жало есть, да, поэтому карты показывают, что змея шипит с своей стороны, вы жалите со своей стороны, вот и получается конфликт. Также, возможно, откроются какие-то тайны, секреты. Замок всегда показывает, то, что было спрятано, скрыто, выйдет наружу. Ну и, возможно, вот еще из-за этого будет конфликт. Тут сложно сказать. И пустые разговоры, болтовня, колокольчик. Может быть, просто в пустых разговорах выйдет какая-то информация. Кто-то что-то просто проболтает. Ну и, может быть, эта информация заставит вас с кем-то поругаться. То есть тут может проигрываться по-разному. Это может быть хорошая информация, конфликт будет там по другому какому-то поводу, понимаете? То есть тут я стараюсь называть вам просто события, а они уже у каждого будут по-своему. У кого-то может, допустим, из 8 проиграется только 4, да, часть, потому что они не всегда все проигрываются. Часто они проигрываются парами, допустим, выпало 8, а проиграется как 4, потому что парами можно будет прочитать. Так что это уже больше дальше индивидуально. Благодарю за внимание и перехожу к стрельцам. Смотрим стрельцы. Стрельцы, 19 июня, события дня.
Среда, Стрельцы, 19 июня. Пока не вижу совпадений. Ну, первое, что я нашла, это подсвечник, надежда. Угу. Мечи и чемодан. Корона. У вас тут прям собрались в одном месте. Значит, лебедь нельзя соединить, половинки лебедя. Нет, 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 нет. Нет. И здесь тоже я не вижу совпадений. Но если вдруг вы что-то здесь нашли, ну вот и бывает такое, я пропускаю, не вижу, то у вас событие может тоже проигрываться. Ну, если вы заметили, даже больше вероятности, что у вас проиграется. Я нашла только 4 события. Это вы на что-то будете надеяться очень в среду. Да, вот надежда на реализацию чего-то. Конфликт у вас может быть сильный с кем-то. Иногда еще бывает так, что мы являемся свидетелями конфликта. Не мы, да, в процессе, а мы свидетели. Общение с каким-то очень важным, влиятельным человеком, может быть, вы с ним будете ругаться или с ней. То знаете, как может проиграться? Допустим, вы на что-то надеялись, что-то получить в этот день. Пришли, да, то есть этот человек вам, допустим, не выдает что-то. Ну и карта показывает, что приходится ругаться, да, то есть приходится добиваться силой своего. Можно так прочитать эти 3 события. Хотя это могут быть отдельные события. Вы просто где-то там куда-то заехали в какое-то госучреждение, там с кем-то, не знаю, поговорили, что-то сделали, поругались где-нибудь там вообще в магазине, а надеялись там еще что-то на 3. Поэтому тут не обязательно они вместе проигрываются. И еще может быть временная разлука, расставание с кем-то в этот день. Вот такие события для вас. Благодарю за внимание и перехожу дальше к козерожкам. Сейчас будем с козерогами разбираться. Смотрим козероги. Козероги, 19 июня. Июня, события дня. Козероги, среда. Гости. Чашечка чая. Конверт. Получение. Так, сейчас. Вот, есть. Да, вижу, что что-то совпадает, не могу увидеть, что. Так, тут тоже есть флаг, весы. Цветочек. Очень редко выпадает цветочек. Классное событие. Еще вот пропустила венок, тоже хорошее событие. Ключик, тоже классное событие.
У вас прям вообще шикарный день. Сейчас я еще посмотрю. Сундук нельзя, к сожалению. Сундук тоже хорошее событие. Домик. Так, дальше смотрим. Значит, здесь нет, здесь нет, здесь нет, и здесь тоже нет совпадений. Получается, в этот день у вас будет получение, вы что-то получите. Получите, например, там какую-то информацию, получите посылку, документ, справку, деньги, ну, то есть получение. Гости могут быть, смотрите, события выпало, дом. Дом — это всегда какое-то событие. Событие с гостями. Выбор. Возможно, вас пригласят. Семья, да, то есть домик часто показывает родню, родственников, семью. Возможно, вас пригласят на какое-то событие, да, вот в гости, и весы показывают, что вы будете думать, идти, не идти, да, то есть, может быть, у вас какие-то дела будут в этот день. Но, опять же, это просто мои предположения. Возможно, будет проигрываться по-другому. Какое-то событие, отдельно гости, отдельно выбор касательно чего-то другого. Победа ваша будет в этот день, ключ. Смотрите, у вас выпадает и успех, и победа, и ключ. То есть ключ показывает, что перед вами открываются двери, которые были закрыты, и вы можете получить успех и победу там, где раньше не получалось, да, вот что-то сделать. Поэтому обязательно в этот день нужно вот намечать какие-то важные дела, потому что для вас будут открыты все дороги, все двери. И цветочек — это исполнение желания. Исполнится какое-то ваше большое желание, большая мечта. Так что день просто вот шикарный. Ни одного плохого события. Вообще день хороший. И не очень хорошие события выпали только у Дев и Весов. 2 знака пока, ну, насколько я так помню. А так в целом у всех знаков хорошие события. Смотрим дальше. Водолей. У нас еще 2 знака. Сейчас посмотрим, что еще у Водолеев и Рыбок будет. Водолей. 19 июня. Среда, события дня. 19 июня. Среда, события дня. Так, поехали. Угу. Сразу же лебедь выпал. Цыпленка нельзя соединить. Месяц. Успех. Кровать. Тут 2 варианта. Здесь либо кровать, либо молния. Молния — это новость, кровать — это интимная связь. Смотря что вы первым увидели. Ну, я увидела кровать, оставляю ее. Книга еще вот пропустила. Успех в казенном доме. Корабль. Гости нельзя. Встречу нельзя соединить. Здесь нет, и здесь тоже не вижу. Получается, значит, у вас все 2 события показывают, что все хорошо в личной жизни. Это верность и это интимная связь. Если отношений нет, то, возможно, в этот день есть вероятность познакомиться. То есть появятся отношения, появится человек, который будет симпатичен, интересен. Дальше, значит, у вас может быть посещение госучреждения в этот день, успех может быть там же, и событие, которое повторяется каждый месяц или имеет цикличность. Да, вот, может быть, вы каждый месяц ходите вот, там 19-20 числа в госучреждение, да, то есть карта показывает, и в этот день, возможно, пойдете. И показывает, что точно там все пройдет успешно. Также, смотрите, еще показывает, что в этот день у вас будет ожидание. То есть вы долго и нудно где-то кого-то будете ждать.
Это прям, знаете, когда вот долго, то есть минимум там 40 минут, час сидишь и ждешь. Поэтому где это будет, как, да, то есть то ли это в госучреждении проиграется, то ли вы будете ждать там любимого человека, чтобы куда-то сходить, тут я уже не могу сказать. Может быть, по работе что-то или кого-то будете ждать, тут вариантов миллион, как проиграется. Но все события хорошие, плохого, ну, ожидания это нельзя назвать плохим событием. Пока ждешь, можно себе кучу заданий, занятий, заданий придумать, так что я не считаю это плохим событием. Благодарю за внимание, Водолей. Перехожу к рыбкам. Рыбы. Смотрим 19 июня. июня. События дня. Шарики сразу же у вас выпадают, рыбки. Замечательное событие сразу. Домик. Угу. Цветок. Редко выпадает. В этот день выпал 2 знакам. Вам и, по-моему, Козерогу, если я не ошибаюсь. Весы. 2 сердца. Флаг. Бабочка. Угу. Ну и проверяем. Дорога еще есть, машина. Но смотрите, рядом с дорогой выпадает выбор. То есть вы стоите перед выбором: ехать, не ехать, ехать этим транспортом или этим. Может быть, ехать на машине там или на такси, на автобусе. То есть тут, скорее всего, выбор будет связан с дорогой. Ну, опять же, не обязательно, да, то есть, может быть, просто рядышком события выпали. Так, все. Значит, рассказываю, что повыпадало. Все события хорошие, да, это уже радует. Плохих событий нет. И вообще, вот вы уже, у меня знак последний, 12-й. День хороший будет, среда. То есть из 12 знаков только у 2 знаков, ну, там были небольшие, нельзя это назвать неприятностями, но не очень такие хорошие события. Ну, вот вы как раз, вам повезло, вы счастливчики. Одни из 10 знаков, у кого все хорошо. Во-первых, новости будут очень позитивные, радостные у вас в этот день. Возможно, будет какое-то событие в семье, в родне, дома в этот день. Исполнение желания, цветок. Любовь, гармоничные отношения в паре. Могут быть деловой разговор с кем-то и победа. Да, то есть деловой разговор может принести хорошие результаты. Вас ждет какая-то победа. Дорога может быть и сложный выбор. Ну вот единственное из минуса – это сложный выбор. А так, в принципе, все хорошо. Благодарю вас за внимание и жду вас на своих новых видео.